Таджикская кухня – одна из древнейших кухонь мира. Кулинарное искусство таджиков формировалось в течение тысячелетий под влиянием богатой истории этого народа. Ведь Таджикистан был частью великих империй, включая великих ахеменидов и империю саманидов. Наиболее характерной особенностью таджикской кухни является использование в большом количестве мясных продуктов – баранины, козлятины, реже домашней птицы. Редко используются рыба, яйца, отдельные виды круп, перловая, овсяная, гречневая. В отдельных районах употребляют дичь для изготовления колбасы козы, конское мясо. Особенность таджикской кухни – повышенное потребление бобовых и риса. Где в Удмуртии можно познакомиться с особенностями таджикской кухни? Конечно, в кафе «Вкус Востока», расположенного на улице Пойма. Здесь можно попробовать знаменитую таджикскую выпечку, а также практически все блюда таджикской кухни от вкуснейшего плова до восхитительных манты. Салам алейкум, друзья! Сегодня мы находимся в кафе «Вкус Востока». И готовить мы будем таджикскую кухню. Это повар кафе Шадмон и владелец этого прекрасного заведения Керемиддин. Давайте расскажем нашим зрителям, что мы сегодня будем готовить. Мы сегодня будем готовить манты. Манты? Да. Прекрасно! С каким мясом будем готовить говядина. Манты с говядиной. Что нам пригодится сегодня для того, чтобы приготовить? На тесто яйцо, мука, вода, соль. Так понимаю, говядина, лук и специи – это для начинки. Да. Итак, мы замешиваем тесто. Ага, для теста нам понадобится вода. Здесь примерно сколько воды? Ну, наверное, стакана 2, да? Грамм 300. Да. А мне кажется, или вода теплая? Теплая. Не кипяток, но тепленькая. Теплая, да. Так, разбиваем яйцо. На такой объем. Соль добавляем. Соль добавляем. Яйцо у нас одно, соль примерно... На глазу. Да, на глазок, ну где-то чайная ложка. Да. Взбиваем яйцо в воде и начинаем высыпать муку. Грамм 300 хватит. Да, грамм 300 хватит. То есть примерно, если 300 грамм воды, 300 грамм муки, да? Да. И просто замешиваем. Какие слова вы говорите? Ну-ка скажите по-таджикски. Бисмиллахи рахмани рахим. Ах, вот оно что. Всегда все доброе дело надо делать с молитвой. По словам Керемиддина, таджики очень гостеприимный народ, и это по-настоящему открывается, когда гости приезжают в сам Таджикистан. В Таджикистане часто готовят на открытом огне. В этом случае блюда получаются особенно вкусными и ароматными. На праздничных застольях основными блюдами являются шурпа, манты и, конечно же, плов, который в различных районах страны готовят по-разному. Хаджанди по-другому готовят, Душанбе по-другому готовят, каждый по-своему готовит. И каждый по-своему, даже в Узбекистане там есть самаркандский плов, есть фергана, там, каканский, вот такие. Где-то нут добавляют, где-то приправу добавляют, где-то изюм добавляют, где-то барбарис добавляют. А наш повар Шадмон тем временем уже приготовил прекрасное тесто. Долго мы его обминали. А что сейчас мы будем делать с ним? Сейчас немножко перемешаем и оставим на 10 минут. Ну, тесто у нас такое мягонькое получилось. Оно не крутое, оно прямо вот мягкое тесто. 10 минут тесто должно отдохнуть. А пока наше тесто отдыхает, мы, наверное, будем заниматься начинкой. Для начинки, помимо мяса, обязательным ингредиентом является лук. Обратите внимание, что лука нужно много. У нас на столе целых 4 головки среднего размера. Мы сначала лук нарежем кубиками. Кубиками нарежем лук. Достаточно мелко режем лук. А вообще в Таджикистане кто чаще готовит, женщины или мужчины? Кто на кухне чаще всего? Основной готовят женщины, когда большие праздники, мужчины готовят. Когда очень ответственное мероприятие. И сейчас будем приступать к мясу. Честно говоря, прямо мне не терпится посмотреть, как готовится рубленый фарш. Потому что фарш идет рубленый, да? Нам мясорубка никакая не нужна. Это не фарш бывает, это просто рубленое мясо. Рубленое мясо, это даже не фарш. Аккуратно мы срезаем все пленочки, режем мясо поперек волокон, да? На очень узенькие полосочки нарезаем. Такие кусочки получаются примерно по 5 миллиметров, наверное, у нас. А с чем еще делают манты? С фаршем делают.
С фаршем делают, с этим. Из каких видов мяса еще делают? В основном В основном у нас говядина, баранина. говядина, баранина. Да. Таджики тоже не едят свинину, да? Нет, у нас категорически вообще нельзя. С чего начинается таджикское застолье? Всегда ли с чая, как, например, у других восточных Да, народов? всегда с чаем. Всегда с чаем? Да. Как сказал Керемиддин, в таджикской кухне в качестве сладостей используется виноград и лепешки, испеченные в тандыре, а приправой зачастую бывают сметана и мед. Мясо у нас нарезано вот так вот очень аккуратненько. И теперь что мы будем делать? Добавляем. Фарш будем, Фарш. как говорится, уже доводить до ума, да? Мы добавляем соль еще. Соль. Так, Это кинза. кинза. Угу. Сушеная кинза. Да, это зира. Это зира. Ну, эти специи спокойно можно купить и в магазине, и на рынке. Поэтому вот примерно, наверное, по чайной ложечке на это количество мы положили. Перемешиваем. Немножко его чуть-чуть как бы месим, да? Как бы чуть-чуть его уплотняем, чтобы лук дал сок. Я правильно понимаю, да? Ой, какие пошли запахи. Специи начали открывать Мы можем свои немножко добавить ароматы. воду. Ага, чуть-чуть немножко чуть-чуть, воды. да. То есть фарш должен получиться такой сочный, да? Да. Потому что самое главное, чтобы, наверное, потом в процессе готовки манты образовался бульон, да? Да. Вы думаете, у меня в руках лопата или грабли? Нет, это скалка. Скалка по-таджикски называется тирак. И с помощью этой скалки мы сейчас будем раскатывать тесто для мантов. На самом деле мне только что сообщили, что в таджикском языке слово манты не склоняются, и поэтому вот мы сейчас будем готовить много манты, много вкусных, замечательных манты. Так, тесто наше полежало, отдохнуло 10 минут, и уже сейчас приступаем к раскатыванию теста. Разминаем в такую лепешку, подсыпаем муку. Главное еще тесто согнуть в нескольких направлениях. Ничего себе, первый раз вижу такой способ. И еще перевернуть. То есть мы складываем постоянно вот этот круг таким образом, чтобы промять каждый краешек. Шадмун, а вы где научились делать манты? Дома, в Таджикистане. То есть это вообще бабушкин рецепт какой-то, да? Ну, конечно, вот правда такой скалки у меня нет. А скалка и действительно нужна такая длинная. Посмотрите, потому что как заворачивается у нас тесто. Оно прямо накатывается на палку, да? А можно мне попробовать? Можно? Не так все просто. Вот так, вот здесь. От центра до конца. Вот. Ага. Вот я начинаю с центра. Это не так просто на самом деле. Хо-хо, это я размечталась, что это можно начинающему повару сделать. Я бы раскатывала, наверное, традиционно, как раскатываем мы, но здесь так не получится. Примерно так. Ну, в общем, это непросто. И мало того, что нужна такая длинная скалка, еще нужен огромный стол для того, чтобы это сделать. Потому что посмотрите, какой большой круг теста раскатал Шадмон. Но тесто получается вообще тончайшее. Чем тоньше, тем вкуснее будет. Тонкое тесто – секрет вкусных манты. Так, теперь мы тесто сложили вот такой змейкой, да, в несколько частей. А нарезаем мы вот такими квадратиками, которые на самом деле, наверное, будут как ленты, да? Вот теперь у нас получились такие ленты. Очень ровные, очень аккуратные, очень тонкие. Эти ленты мы настилаем одна на другую, да? Да. И теперь мы будем эти ленты разрезать еще раз, да? Еще раз. То есть нам нужны квадраты. 10 на 10 сантиметров, да? Может быть, чуть поменьше. Ну, вот такие квадратики у нас получились. Давайте покажу. Вот такие прекрасные, практически прозрачные квадраты. Можем вот так открывать. Да, теперь нам надо их разобрать, да? Ну, вот наши заготовки из теста практически готовы. Теперь мы просто раскладываем фарш. Нужно из фарша сделать шарик, да? Как это красиво выглядит. Всегда приятно смотреть, как работают профессионалы, да? Которые делают все очень ловко, быстро, и все у них прямо отлично получается. Шадмон нам открывает секреты лепки. Вначале вот так. Теперь вот так. Видите, я один леплю, а здесь уже все. Вот
так. И вот так. Вот такой симпатичный у меня получился. Всего из 300 грамм мяса у нас получилось 12 готовых манты, которых хватит на полноценный ужин для 2 или 3 людей. Вот такое интересное приспособление у нас появилось на столе. Это как называется? Это мантичница. То есть мы будем готовить, я так понимаю, судя по форме, на пару, да? Да, да, на пару. Ну, складываем тогда на нашу мантышницу наши прекрасные манты. И сколько нам нужно будет их варить? 35 минут хватит. 35 минут мы будем варить их на пару. Что мы будем добавлять, кстати, в воду? Что-то будем добавлять или уже ничего? Ничего. Можем иногда там соль положим. Это не про то, как варить пельмени. Здесь ни лаврушка, ни перец нам не понадобится. Идем варить. И вот он, момент истины. Наши манты готовы, и мы будем их пробовать, ну, наверное, по традиции, по таджикской. Мы начнем с чая, да? У нас здесь прекрасный чай уже заварен. С чем чай? Чай с лимоном, медом. А это вы сейчас что сделали? Это вот так положено, да, в начале? Вот так положено. Перемешал. Первую пиалочку нужно слить обратно в чайник, да? Да. С чем обычно едят манты? Кто-то с соусом, кто-то с Со сметаной. Мгм. Это просто томатный соус какой-то, Это да? соус, да, Это приготовлено. приготовлен. Приготовлен. А из чего он приготовлен? Там томат, там добавляем, зелень, там... зелень, морковь добавляем, чеснока. Даже морковь? Да, да. Да, интересно, интересно. Надо будет обязательно попробовать. Сейчас Керамидин научит нас, как правильно надо есть. Так, попробуем соус. Слов нет. Такая вкуснятина вообще, ну просто очень вкусно. Шадмон, спасибо огромное, ну честно говоря, вообще Спасибо. очень вкусно. Всем рекомендую попробовать. Если сами не сможете, и скорее всего не сможете, то тогда в кафе «Вкус Востока» вас угостят очень вкусными мантами. Один из самых вкусных выпусков у нас сегодня получился благодаря шеф-повару кафе «Вкус Востока» Шадмону. И большое спасибо, конечно, хозяину этого заведения Керамидину, который здесь нас принял. И так нас здесь очень вкусно угостили и показали такой замечательный рецепт. И в память о нашей встрече я бы хотела подарить нашу фирменную кружку. Пусть она у вас здесь хранится в кафе Спасибо. и напоминает вам о нашей встрече. Спасибо большое. Приезжайте, всегда рад вас видеть. Мы очень вкусно готовим. Мы ждем вас. Спасибо вам. А наша команда продолжает свое путешествие по национальной гастрономической кухне Удмуртии. У нас впереди еще много встреч и много открытий.